Очень все полезно, они классные, их не нужно бояться. Анастасия Осокина – кандидат биологических наук. Уже более 15 лет занимается изучением восковой моли. Знает о ней практически все. Признается, за таким неприметным на первый взгляд насекомым будущее научных открытий. Например, в экологии для восковой моли пластик – лучший десерт. Ее личинки – биодеструктор определенного вида полиэтилена. Мы пытаемся все-таки понять, какие ферменты работают в этом направлении. Как раз наши коллеги с отдела физики и химии наноматериалов помогают нам в изучении этого вопроса и проводят физико-химические исследования самих личинок и продуктов жизнедеятельности их на наличие остатков полиэтилена в продуктах жизнедеятельности. Помимо экологии, восковая моль – незаменимый помощник и в фармации. В совместной работе с Ижевской медакадемией Анастасии Осокиной удалось доказать, личинка восковой моли – кладезь протеина, антимикробных пептидов, которые позволяют бороться и с бактериальными инфекциями. Восковая моль подходит и для лабораторных исследований при создании лекарств, ничем не уступая привычной лабораторной мыши. Мировое сообщество в поиске каких-то синергетических веществ, которые помогут усилить эффект антибиотика. И как раз вот в прошлом году с нашими коллегами по лаборатории мы это пытались провести такой эксперимент методом дискодиффузионного метода в микробиологии, когда показали, что синергия антибиотиков различных поколений и экстрактов восковой моли усиливает эффект антибиотиков в 2–2,5 раза. Еще одно научное направление в работе у Анастасии Осокиной – использование восковой моли и в сельском хозяйстве. Специально к году села в Удмуртии совместно с коллегами провели эксперимент. Продуктами жизнедеятельности удобрили ростки земляники. Результаты опыта обрадовали и аграриев. Всходы окрепли и взошли быстрее обычного в несколько раз. Цель на ближайшее время – создать и наладить цепочку выращивания восковой моли в промышленных масштабах. Мария Шершова, Наталья Байгозина, Юрий Зелененький. Новости. И, в общем-то, они визуально отличаются друг от друга.